Из Enterprise. Всем мои добрые пожелания. С вами вновь Сибдей Том с уроками хакасского языка. Урок второй. Наша тема продолжается. Фундаментальная основа изучения хакасского языка. Выучить хакасский язык. Что это означает? Ну, давайте продолжим нашу беседу о том, как изучать хакасский язык и что в первую очередь нужно понять при изучении хакасского языка. Хакасский язык, как мы уже знаем, он состоит значения слов. Слова, они строятся по принципу агглютинативных языков. То есть по принципу, мы показывали на первом видеоуроке, по принципу поезда. Да? К корню слова примыкают аффиксы. Ну и вот. Изучить хакасский язык, это означает, конечно же, выучить значение слов, количество этих слов. Чем больше знаете слов, понятно, тем больше вы будете понимать язык. Понять слова и значения. Второе. Нужно выучить количество аффиксов и их смыслов. Давайте посмотрим, какие есть аффиксы в хакасском языке и каково их наличие и какова их разновидность. Ну, к примеру, я сейчас покажу систему аффиксов хакасского языка. Это следующая страница. Они укладываются, в принципе, в 4 страницы. Тут надо будет обязательно упомянуть авторов этой книги «Изучаем хакасский язык». И вот они уместили количество аффиксов всего в 4 страницы. По сути, изучить хакасский язык, это значит выучить количество этих аффиксов. Ну, давайте посмотрим. К примеру, есть аффиксы множественного числа. Вот они: лар, лер, нарнер, тартер. Надо понять, в каком случае используется аффикс лар-лер, в каком случае нарнер и в каком случае тартер. И нужно помнить всегда одно правило. В хакасском языке аффиксы имеют всегда противоположное значение. То есть они как минимум всегда должны быть в паре, парные аффиксы. Но в данном случае заметили, что ларлер, нарнер, тартер, они идут попарно. Почему попарно? Потому что в хакасском языке есть закон сингармонизма. Закон соответствия звуков. Это мы знаем из первого видеоурока. И в хакасском языке аффиксы всегда парные. И вот выучить хакасский язык, это означает, что надо будет заучить количество аффиксов и их смыслов. Ну и, конечно, самое важное – понять логику связи слов между собой. Если вы выучите просто слова, или вы просто выучите количество аффиксов, это нетрудно, я думаю, заучить. Но важно понять, как они будут связываться между собой. И основная трудность состоит как раз в этом. Понять логику языка, а понять логику языка можно только с помощью чтения текстов. Иного просто не дано. Вам нужно будет читать, слушать. И сами интуитивно начнете понимать логику. Конечно, мы будем давать основные принципы связи слов между собой, но они характерны для многих языков из субъект-объектного отношения. Ну, проще говоря, это в грамматике выражено отношением, скажем, существительного и глагола, допустим, да. Ну, скажем, объекта и как он действует. Вот что означает изучить хакасский язык. В принципе, вот эти 3 пункта, они вам гарантированно дадут возможность знать хакасский язык. О том, какие у нас аффиксы, ну, понятно, что мы в каждом уроке будем давать по несколько аффиксов, то есть будем давать пояснение, что означает каждый аффикс, рассматривать их смыслы. Это, естественно, будем давать на каждом видеоуроке. И также будем давать количество слов и значений, что они означают. Ну и, конечно, мы будем их увязывать в некую логическую систему. То есть, каков смысл этих слов между собой.
Я думаю, на сегодня пока достаточно. С вами был Сибдей Том. Подписывайтесь на канал. Желательно открыть аккаунт в YouTube, еще раз повторяю. И прямо под этим видео давать свои комментарии, свои пожелания и свои замечания. Конечно, было бы хорошо, если бы вы еще давали замечания. Иногда у меня будут здесь проскакивать ошибки. Это совершенно естественно. Где-то даже могу делать грамматические ошибки. Ну, думаю, это не так страшно, потому что всегда можно будет поправиться. Но еще хотел бы упомянуть то, что у нас кто-то, я вот не знаю, кто это сделал, есть хакасский словарь онлайн. И здесь можно ознакомиться с основными правилами хакасского языка, ну, исходя уже из этого положения. То есть хакасский язык означает выучить количество слов, количество аффиксов и понять логику, да. Ну и вот на этом сайте, этот сайт постоянно обновляется. Здесь я как-то давно не был. Смотрю, даже уже появилась библиотека. Сайт называется seistic.info. С вами был Сибдей Том.